Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что станет для вас большой неожиданностью? Что вас скоро удивит и что шокирует? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот смотрю и глаз не могу оторвать. Смотрите, образ человека. В одной руке слон, а во второй огромная рыба. Ну надо же, вот это чудеса. Мои хорошие, кем бы вы ни были, мужчины, женщины, я искренне желаю, чтобы именно вот эта ситуация у вас в загаданный вами срок полностью, вот тютелька в тютельку, воплотилась в жизнь. Очень, еще раз, вот крутой знак. Слон и рыба. А рыба, смотрите, какая гигантская. Красота, красота. И слон, и рыба. Так, ну давайте тогда начнем с этих знаков. Рыба — это и любовь, это и деньги. В правой руке, по правому делу, по чести, по совести, по справедливости, по честному, понимаете? Вот честные, настоящие чувства. Либо деньги, да, деньги, которые по справедливости вы получаете, вам они заплачены, либо, может быть, какая-то другая, да, причина есть. Прям большая рыба у вас в руках, и вы ее держите в правой руке. Ваши деньги, деньги, которые вы будете тратить на себя. Ну а слон может означать как и здоровье, так и благополучие, опять же, финансовый успех, и также какого-то конкретного человека, надежного, доброго, сильного человека, который с вами рядом. Смотрите, опять же, вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Но эти два знака, они просто чудесные. И вы четко показали в венце вы, в правой руке рыба, в левой руке слон. Может быть, вы на этого слона не надеетесь, либо вы не предполагаете, что в вашей жизни вот появится этот слон, но вы его в руке будете держать. Понимаете, вот прям ваш для вас. Если это какой-то конкретный человек, то с любовью, с нежностью, доверительные отношения, любовного характера, делового характера, семейного характера. Если мы говорим о здоровье, то здоровье пойдет на поправку. Кстати, по слонам очень часто и долголетие показывают. Если мы говорим о материальном благополучии, то, скорее всего, не ждете, не надеетесь, но его обретаете. Ну, конечно, если в правой руке такая огромная рыба, то в левой точно будет материальное благополучие. Очень классные знаки. Грубо говоря, то, чего вы не ждете, либо на что совсем уже не надеетесь, именно это в загаданный срок вы и обретете, в руках своих держать будете. И это именно ваше для вас. Вот так вот, мои милые. Дальше, в самом основании. Здесь какой-то переход. Вам придется перешагнуть какую-то небольшую проблему. Почему для вас это будет шоком? Потому что вы, наверное, не ждете, что вы с чем-то столкнетесь, либо вы не ждете, что вы так легко и быстро с какой-то проблемой справитесь. Просто холм, да, перешагнуть. Вокруг все чисто, никаких помех нет. Да? У вас все очень быстро и удачно получится. Перешагнете проблему, решите ее очень быстро. Либо справитесь с какой-то сложной ситуацией легко и быстро, вопреки своим предчувствиям, ожиданиям и также тому, что вы не готовы. Да? Вот как-то быстро у вас получится. Дальше. Здесь у вас аист стоит. И аист вам что-то принес. Ну, кому-то ребеночка аист принесет, да? Лялечку. То есть узнать, что беременна, либо получить хорошие новости от хороших людей о том, что есть пополнение в семействе, либо ожидается, да, женщина в интересном положении. То есть прям аист, он такой большой и в руках что-то держит. Но у других отыграется, что желанный вам человек, любимый, желанный,
тот, о ком вы мечтаете, тот, кто где-то далеко, либо у вас еще ничего не получилось, не случилось. А может быть, это желанный образ, да, я хочу, чтобы вот хороший человек обратил на меня внимание, чтобы с хорошим человеком у меня случилась любовь, да, чтобы были отношения. Ну вот, пожалуйста, прямо на пороге и в руках вот что-то для вас держит, да, человек придет не просто так, не с пустыми руками, а что-то вам принесет. Может быть, подарочек, может быть, какое-то предложение, может быть, еще что-то. Ну, вы все разные, у каждого будет по-своему. Ну, прям аист. Слышали, да, поговорку «синица в руке», да, либо «аист в небе». В вашем случае аист придет сам. То есть его не нужно там в небе выглядывать, зазывать, ловить. Он придет к вам сам, еще не с пустыми руками. Дальше дерево, с которого вы рвете плоды. Плоды какой-то странной экзотической формы. Скорее всего, именно там, где вы не ждете, либо не надеетесь, либо не верите, получится обрести доход, ну, либо что-то вот такое хорошее для себя урвать, да, урвала. Слушайте, прям очень необычный знак. И как-то вы это все делаете по-быстрому, да, чтобы никто не увидел, не отобрали. Мои хорошие, это дерево с правой стороны, оно для вас, а плоды, да, действительно экзотические. Дальше, мои хорошие, двери дома для вас распахнутся. Вы в этом доме никогда не бывали, либо вы в этом месте никогда не бывали. Может быть, у вас туда доступа не было, либо вас туда не приглашали. А теперь прям распахнулись двери, и вас туда зовут. Вас там будут рады видеть. Это будет очень приятно. Тоже с правой стороны выходит. Так, какой-то экзотический плод. Вы его получаете, в руках держите, только вы не знаете, что с ним делать. Ну вот что мне делать с этой заморской штукой, да, вот как его едят, либо что, может там он пахнуть должен, либо что-то из него там можно приготовить. Что-то необычное у вас в руках появится. И я вижу, что вы это получаете как в дар, да, вот кто-то с вами поделится, подарит. Странная штука у вас в руках. Это не обязательно овощ, это не обязательно фрукт. Это может быть даже какая-то вещь, предмет и даже гаджет, да, вот какой-то прибор. И вы такая: о боже, а что с ним делать? Вот куда, что нажимать, как включать, либо как его применять. Прям голову будете ломать. Диковинная штучка будет у вас в руках. Кто-то вам ее презентует, да, вот отдаст, подарит, принесет. Здесь и приятно, а с другой стороны надо же как-то приловчиться к этой штуке, что это такое. Да, и приятно, и интересно вам будет. Ну и, кстати, очень неожиданно. Здесь очень большая птица обретает свободу. Птица. Так могут и человека показать. Видите, образ женщины, которая эту птицу держала. Вот прям за крылья держала, не давала ей лететь. А птица хотела лететь в вашу сторону. Может быть, несвободный человек обретает свободу. Либо... может быть, эта женщина, не знаю, она не обязательно жена, может быть, она мама, да, которая была против ваших отношений. Может быть, это женщина как работа, да? Работа — это же женский род, значит, женщина. Человек был привязан к своей работе и не мог вырваться. Большая птица обрела свободу. Но здесь вам точно будет очень-очень приятно. Дальше. Здесь показывают, что от вас кто-то отстанет, кто-то противный, тот, кто придирался, либо цеплялся, либо не давал вам покоя. Этот человек от вас отстанет. Человек начинает заниматься чем-то, вот что-то перебирает, что-то собирает. Возможно, обратить внимание либо на другого кого-то, либо на свою жизнь. К вам этот человек спиной. Вы ждете от этого человека новых выпадов, подвохов, может быть, даже агрессии, но этого не происходит. Человек к вам спиной. Отвернулся и своим чем-то занимается. Вам даже как-то скучно, наверное, станет, да? Вы уже там привыкли, приготовились, а тут раз и ничего не происходит. Дальше большая собака смотрит в вашу сторону, виляет хвостом и пытается с вами играть. Вы на эту так собаку смотрите с недоверием и не понимаете, что этой собаке надо. Но она большая, она укусить может, да? Может быть, боитесь. Смотрите, обычно собаками показывают друзей, либо дружеские взаимоотношения.
Тут, скорее всего, кто-то, кто занимает более высокую должность, либо у человека более высокий уровень жизни. Человек может быть и старше вас по возрасту, и также выше вас по росту. Обращает на вас внимание и делает попытки с вами подружиться. Да? Виляет хвостом, пытается играть. Вы немножко пока дистанцию держите. С одной стороны интересно, а с другой стороны непонятно, да, почему именно со мной этот человек хочет дружить, в чем интерес. Но подвоха здесь нет. Здесь явно желание подружиться, улучшить отношения, либо вывести ваши отношения на новый уровень. Но если вы работаете, может быть, ваш руководитель, непосредственный руководитель, либо руководитель повыше, захочет с вами более в дружеской ноте общаться. Либо, может быть, этот человек действительно где-то живет по соседству, и человек, например, занимает важный пост. Да, уровень и образ жизни у этого человека гораздо выше, чем у вас. Человек делает шаги для того, чтобы с вами сблизиться, для того, чтобы с вами подружиться. Ничего плохого я здесь не вижу, наоборот. Наоборот, вы интересны этому человеку, а этот человек интересен вам. Меньше подозрительности, больше как открытости. Вам это поможет. Дальше мужчина в шапке клоуна, шута. Мужчина, который делает вам нервы. Человек, который безобразно себя ведет, либо абсолютно глупо, опрометчиво. С левой стороны над своей головой зонт открывает. Но зонт — это хороший знак. Зонт, он и защиту означает, и стабильность, и также вот обрести что-то важное. Тот, кого вы считали глупым, тот, из-за кого вы нервничали, кто прославился какими-то абсурдными выходками, за что-то серьезное берется, либо жизнь свою в серьезное русло поворачивает. То есть, возможно, даже человек какую-то должность займет, либо какие-то серьезные результаты получит. Может быть, у него друзья какие-то очень высокопоставленные. Но вас это очень удивит, я бы даже сказала, шокирует. Шокирует, насколько этот человек меняется. То есть тот, кто считался там местным дурачком, становится серьезным, таким стабильным, солидным человеком. Тут и приятно, и с трудом верится, но все же лучше, чем клоун, лучше, чем шут. Дальше вижу образ человека очень жадного, человека, который, знаете, вот снега зимой не выпросишь. Человек вам что-то протягивает, в руке дает. Вас просто вот прям поразит молния, вы скажете, не может быть. Неужели такой жадный человек мне что-то дает? Ну, что с тобой случилось? Заболел, температура. Сложно будет в это поверить, но да, человек вам что-то дает, что-то маленькое. Но даже сам факт, да, что жадный человек вам дает, уже вас удивляет и поражает. Дальше, мои хорошие, в центре у вас месяц, букет и ключ. В следующем месяце очень многое в вашей жизни поменяется. То, что было недоступно либо скрыто, откроется. Ну а по букету здесь может отыграться что угодно. Начиная там от подарков, заканчивая признаниями и также очень хорошими теплыми событиями. Ну и опять же букет вам могут подарить. Либо букеты дарить постоянно, букеты цветов. Но вот ключ, он открывает эти события. А месяц — это новый месяц. Да? С октября очень многое в вашей жизни поменяется. Если будете смотреть мою отсыпку позже, просто вот посмотрите, какой у вас следующий месяц, и знаете, что в следующем месяце все поменяется. Дальше фонтан, знак медицины. Ну, здесь однозначно здоровье. Здоровье, улучшение по здоровью у вас, у ваших близких. Причем, знаете, здесь не просто улучшение, здесь силы вернутся, энергия появится. Человек не только здоровеньким становится, но и очень деятельным, активным. Фонтанирует силой, фонтанирует активностью, ну и крепким здоровьем. Очень хороший знак. Если вы сейчас лечитесь, либо кто-то из ваших близких лечится, здесь не только вылечится, но и очень сильным человек станет, активным, деятельным, здоровым. Так, кольцо странной формы. Оно странной формы, потому что его как будто бы помяли. Здесь кто-то пытался разорвать это кольцо, но надорвался и устал.
попытки вас с кем-то рассорить, либо развести, прекратятся. Тот, кто пытался вас разлучить, либо поссорить, просто надрывается, устает и теряет к этому интерес. Да? Человек как будто бы сдается, опускает руки. А вам казалось, что это невозможно. То есть человек вот прям жизнь свою на кон ставит, вот я вас рассорю, либо я вас разлучу, либо я не позволю вам быть вместе. Попытки разорвать кольцо прекращаются. Человек очень устал. Человек просто теряет ко всему к этому интерес. Может быть, там свекровь пыталась вас развести, либо теща пыталась развести. Вот человек устал. Либо это какая-то конкурентка-соперница, либо конкурент-соперник. Да? Человек просто опускает руки и говорит: все, с меня хватит, я устал, пойду по своим делам. Кольцо не сломается, не разорвется. Да, немножко погнулось, но его можно и выпрямить. Так, а здесь какое-то небольшое путешествие по интересным местам. Либо вы действительно поедете в путешествие, и вот даже сам факт, да, что я еду, будет для вас удивителен. Ну, либо вы куда-то поедете, и вас природа поразит своей красотой. Там будет очень красиво и очень интересно. Здесь такое непродолжительное путешествие, но в какой-то красоте. Вы прям красоту наблюдаете. Так, здесь у меня человек о чем-то молится, и это происходит. Сила молитвы, сила вашей веры. Смотрите, либо это вы будете за что-то молиться, просить, и оно сразу же произойдет, либо кто-то рядом с вами молится, и это происходит. Вас это прям поразит до глубины души. А вот здесь вы сами себя удивите своей силой, своим умением, своим талантом. С чем-то вы таким справитесь, с чем другие не смогли справиться. И справитесь очень быстро и легко. Здесь и сами будете от себя в шоке, и те, кто с вами рядом, вот прям застынут с такими открытыми ртами, с выпученными глазами. Да, чего-то вы о себе не знаете. Либо в чем-то себя еще не пробовали. О вас будут говорить, о вас прям легенды будут слагать. Это не сплетни, это именно легенда. О том, что вы такая умничка и так быстро справились со сложным делом. Дальше. А здесь вам идет привет из далекого прошлого. О вас кто-то помнит, не забыл, то, о ком вы забыли, либо то, о ком вы забыли. Представляете, какое удивление, когда вы этот привет получаете. У кого-то это просто послание, там, привет, как дела? А у кого-то даже, может быть, посылочка какая-то придет. Слушайте, очень неожиданно, но очень приятно. Прям сердечко ваше порадуется и скажете: ну надо же, вот не забыл, не забыла. Столько лет прошло, а человек все еще помнит и еще хорошо относится. Так, маленькая хрупкая женщина гоняет взрослых мужиков. Ну, либо вы какую-то толпу разгоните, там буянить будут, шуметь. Может быть, соседи будут пьянствовать, либо во дворе у вас молодежь там будет собираться, а может быть и не совсем молодежь. Вижу, что вам удастся их всех разогнать. Что-то вы им такое скажете, вот именно вербально, да, словами говорите. Все просто вот разбегаются, как тараканы, в разные стороны. Да, испугаете, всех разгоните. Вы молодец, несмотря на то, что вы маленькая хрупкая девушка. А здесь мужчина женщину удивит. Удивит словами. Что-то он вам такое будет говорить, и в это вам сложно будет поверить. Либо вы даже и мечтать не могли о том, что вы эти слова именно от этого мужчины услышите. А он прям, да, будет говорить, там, показывать, рассказывать. И вы такая стоите, ушам своим не верю. Не может быть, неужели я от тебя эти слова слышу? Мужчина может быть как и любимый мужчина, так и может быть мужчина-родственник, либо мужчина-коллега. Вот прям удивит так удивит. Кстати, эти его мысли, эти его слова очень здорово повлияют на ваше дальнейшее будущее, на ваше отношение к нему, да, на вашу пару, если вы в паре. Прям понравится, вам это понравится. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.